С детства мне отец внушил одну мысль, что лучше всех быть учителем, и притом учителем литературы. Учителя в любое время всегда пользовались авторитетом у населения, и он говорил о том, что всегда тебе будут рады. И через литературу ты можешь разговаривать со всеми на языке, не на простом языке, а на литературном языке. И поэтому нам всегда дарили на собрание сочинений. С детства я училась, читала многотомники Пушкина не в одном экземпляре, а собрание сочинений Тургенева, Гоголя. Они все время присутствовали с нами. Тогда и света-то не было, свечка. Но я говорила, что я учу уроки и все время читала. А никто не заглядывал. Училась я хорошо. Мы всегда учились на 5-4, редко-редко четверки были. Я-то вообще-то любила математику больше. Задачи решать. Вот мои дети тоже лучшие занятия у нас – это решать задачи. В карты мы не играем, в лото не играем, а вот по задаче решать – это для нас большое удовольствие. Вот это не от нас, видать, и пошло. Любовь Николаевна Андреева педагогическую деятельность начала в далеком 1968 году в Бердянской средней школе учителем русского языка и литературы. А вокруг меня всегда были люди, на которые можно было опереться. Это хорошие, это такие настоящие учителя. Анна Дмитриевна, Тамара Михайловна, как я говорила, Раиса Трофимовна, Марта Финовна. Ну, их имена, конечно, многие помнят. Фёкла Матвеевна. Исключительно талантливый человек. Дора Никитична. Ну, Виктор Касьянович, Василий Игнатьевич, Степан Спиридонович. Вообще могу до утра говорить о людях, которые вообще вошли в историю нашей школы. И каждый был другим. Каждый был другим. В жизни я очень большое значение придавала. Для меня всегда общественная работа шла наравне с такой работой. Я не различала. Если был перерыв, сколько лет? 6 лет я была директором в 2 школах, и где-то больше 20 лет я была этим заместителем директора. А в эти промежутки, когда я была рядовым учителем, я была или председателем райкома профсоюза учителей, или председателем или зампредседателя общественного совета школы, или возглавляла ветеранов неработающих. Как-то мне находилась работа, и я нисколько не чувствовала себя, что я без работы. Используя технологии коллективного способа обучения, проектные методы обучения, научные знания о возрастных особенностях и психологии детей, развивала у учащихся устойчивый интерес к предмету, способствовала формированию нравственных принципов и положительной мотивации к учению. Первой из учителей нашей республики ввела в свою практику коллективный способ обучения и очень долго уже до выхода на пенсию именно по этой технологии работала. То есть, мне даже кажется, что не имеет смысла нашим региональным учителям ездить куда-то в Татарстан или в Сингапур за этой методикой, если здесь есть человек, который очень много лет работал по этой методике. Причем она достигла в этом очень больших успехов. И даже Виталий Кузьмич Дьяченко, потом, когда я с ним встречался, признал, что методика, там в каждой методике есть отдельные приемы. Прием, который был придуман здесь, в Бедигистяхе, не мог где-то в русскоязычных школах, в том же Красноярске, быть придуман, потому что эта методика по базовой структуре, по основной базовой структуре, это называется обучение в парах сменного состава или в динамических парах. По этому принципу Любовь Николаевна стала проводить изложение по русскому языку. Но это же может происходить только в национальных школах. Так что
так получается, что она не только ввела первой в Якутии в практику педагогическую эту методику, но еще внесла туда свой вклад и придумала свой прием. Такое практически очень редко случается, когда практик существующую методику, которую придумали, существующую технологию, которую придумали ученые, вносит какие-то свои коррективы. За годы работы учителем Бердянского улусной гимназии Любовь Николаевна стала победителем конкурса «Учитель ученических признаний». Ее ученики становились призерами и победителями республиканских предметных олимпиад. Организовано научное общество учащихся «Литературный горный», члены которого выступали с докладами на республиканской конференции «Шаг в будущее». Организовала поездку групп учащихся в школу Тубельского, считающейся лучшей школой России. После этой плодотворной поездки в Улусной гимназии проведен первый литературный бал, в настоящее время ставший традиционным праздником в Улусе. Также организована поездка с детьми по литературным местам Москвы в зарубежные страны. Я помню, по 7 часов я сидела, один урок готовила. Сидела, у меня мышка даже была, она привыкла к тому, что я 7 часов сижу. Приду со школы, я сижу, я никуда не бежала. 2-й, 3-й раз, 4-й раз. Как-то мы успевали. И я учу эти стихи, учу. А она до того привыкла, что не обращала на меня внимания. Потом директор школы Алексей Егорович пришел уговаривать меня, чтобы я не 2 двойки поставила, а 1 за четверть. А она на него даже не отреагировала. Она говорит: а ты что такое у вас? Что, ученые, да? Я говорю: так она привыкла, что я постоянно сижу тут, учу уроки. Видите? Любовь Николаевна явилась инициатором открытия первого педагогического класса в школе. В данное время ее ученики работают педагогами в школах республики и страны. Учитель – это плодотворный луч солнца для молодой души, которого ничем заменить невозможно. Таким лучом для нас стала Андреева Любовь Николаевна. Как учитель, Любовь Николаевна привила нам любовь к природе, любовь к людям, воспитала в нас дружелюбное отношение к своим друзьям, учителям и родине. В Улусе организовала первый летний лагерь волонтеров, экологический лагерь в сотрудничестве с природным парком Синя, а также лагерь отдыха учителей. Наше времяпровождение все время сопутствовало какое-то волшебство. Все подавалось в форме игры и творчества. Сначала все было как в волшебной сказке, потом она за счет лагеря вырастила во мне чувство лидерства и наставничества. Привила нам, не только мне, но и всем детям, чувство такого единения с природой в лагере на природе. И все были сплоченными, творческими. Все те навыки, которые я там получила и узнала, мне помогают по сей день. И большая любовь и внимание с ее стороны, не только ко мне, но и всем детям, развила в нас чувство благодарности. Мы ей очень благодарны. Этот лагерь дал мне уверенность в себе, любовь к родине, к природе. Обрел очень много друзей, с которыми общаюсь и по сей день. Я благодарен. Идейным вдохновителем организации эколого-педагогического лагеря «Сюме» является Андреева Любовь Николаевна. Лагерь работает 23 года. Через наш лагерь прошли около 1000 воспитанников, которые стали достойными гражданами. Мы гордимся воспитанниками лагеря, которые нынче работают директором природного парка «Синяя», также Кривошапкиной Мариной Альбертовной, которая работает инспектором природного парка «Синяя». Любовь Николаевна всегда волнуется за своих воспитанников, спрашивает, следит за их судьбами, кто где сейчас работает, какая у него сложилась судьба, за всех она волнуется.
Она вложила большой вклад в экологическое воспитание подрастающего поколения. Вначале она была директором нашей школы. Когда мы переехали в школу новую, все тяготы благоустройства этой школы легли на ее хрупкие женские плечи. Кроме того, Любовь Николаевна, как наставник, как учитель, очень помогла нам состояться как учителями. Я, например, считаю ее своим наставником и своим старшим другом, который может прийти мне на помощь в любое время. Не только в работе учителя, но и в жизненных ситуациях она была нам мудрым советником и добрым товарищем. Педагогическая общественность Горного Улуса всегда гордится именем заслуженного учителя школы РСФСР Любовь Николаевны Андреевой. Где бы она ни работала, она всегда была инициатором нововведений. Как учитель она впервые в республике реализовала технологию коллективного способа обучения. И этот эксперимент очень прошел результативно. А как руководитель во время ее директорства Бердянской средней школы было введено новое здание школы и присвоено имя нашего писателя Семена Петровича Данилова. Как методист Любовь Николаевна руководила экспериментальными площадками образовательных организаций Улуса. В это время 30% от общего числа педагогов были охвачены инновационной деятельностью. Мы всегда благодарны ей, Любовь Николаевне, за то, что она всегда рядом с нами, всегда вносит новые идеи. Желаем ей крепкого здоровья, семейного благополучия. Жизненный и педагогический опыт передается нынешнему поколению. Имеется 45 различных публикаций. Является составителем книги «Сердцем горячим в груди». Победитель республиканского конкурса «За лучший рассказ» «Нет друга лучше, чем здоровье». Любовь Николаевна – чуткий педагог, преданный своему делу, знающий возможность каждого ученика и беззаветно любящий детей. Все ее усилия направлены к одному – пробудить в ребенке любовь к умственному труду, к труду мысли.